еще там лет 30 назад бы здесь были, конечно, вы бы приехали, вы бы поразились тому, что произошло с этим местом. Оно совершенно хаотично застроено какими-то жуткими, ну, простите, фавелами. Это было одно из самых красивых зданий на Пятачке. То есть и в Гурзуфе. Это был резной балкончик такой, ну, такая террасная постройка. Человек разобрал вообще полностью историческую застройку. Весь бут вывезен. Стены были, вот я фотографировала, ходила, там 90 сантиметров, по-моему, была стена. Вот такой ширины была стена. И я не уверена, что она рассыпалась. Землетрясение 27 года все дома эти выдержали. Это исторический дом. Нужно ли было? Знает ли об этом наш архитектор, вот, который сейчас исполняет обязанности архитектора Ялты? Знают ли они о том, что происходит? Ведь это лицо нашего поселка. Если у нас каждый начнет строить то, что ему приходит в голову, без общего плана, без общего эстетики, без общего колорита, а колорит, безусловно, должен сохраняться. Вот те удивительные резные наличники, да, вот те совершенно уникальные балкончики деревянные. Да, людям хочется из балкончика сделать балкон, который нужно делать комнату и поставить 2-3 кровати и сдавать это все. Вот меняется уже визуальное восприятие этого уголка. Уже нависли какие-то опоры над исторической вот стеной такой. Выдержит это все, это место. Никто ничего не знает. Есть ли архитектурный проект этого сооружения? Тоже никто не знает. А я думаю, что ничего этого нет. Что у нас пока еще все пущено на самотек. Понятно, что все ветшает, но есть общемировая практика сохранения объектов культурного наследия. Да, этот дом, может быть, и не относился к объекту культурного наследия, но, например, в российском законодательстве есть очень интересное положение о том, что объект может не принадлежать к объектам культурного наследия, но значение его приближается к объекту культурного наследия.